Вы смотрите новости, в студии Иван Лазаренко, и коротко о главных темах выпуска. Лесные пожары продолжают тушить на территории Горного и Хангаласского районов, где сложилась самая непростая ситуация. Депутат Госдумы Галина Данчикова продолжает работать в Южной Якутии. Какие вопросы обсуждали в Нерюнгринском районе? На территории Якутии продолжается северный завоз в районы республики. Сколько уже завезено и сколько планируется? В 12 районах республики сохраняется тяжелая ситуация с лесными пожарами. Об этом сообщили в ходе совещания главы региона Айсена Николаева с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгением Зиничевым. Отмечается, что 3 населенных пункта находятся на контроле. На их территории работает 3 аэромобильных группировки Главного управления МЧС России по Якутии. На сегодняшний день работает 3 воздушных судна Б-200 и 3 вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Прямой угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний день не существует. Ситуация находится на постоянном контроле. Ежедневно проводится совещание межведомственного оперативного штаба под руководством первого заместителя председателя правительства. Продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в лесах на всей территории республики. Также дополнительно на территории республики сегодня уже прибыло в город Мирный 2 воздушных судна Министерства обороны. Это Ил-76, которые также будут сегодня применяться. Они уже заправлены Мирнинским гарнизоном пожарной охраны водой. И на сегодняшний день они уже будут работать по Мирнинскому району. Тем временем в Горном Улусе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров. На тушении пожаров всего задействовано 419 человек. Из них 222 – это местное население, а также 64 единицы техники. Вчера для ликвидации очага рядом с селом Кептин, который находится под особым контролем, с помощью спецтехники был вызван искусственный дождь. На данный момент в селе Дикимде ведется работа по недопущению огня к муниципальной дороге в западной части. Также проводится работа по расширению минерализованной полосы вокруг села. 4 пожара вблизи населенных пунктов села Кептин, села Кюреляк, села Дикимде и села Йорт. Здесь вчера на месте работал Никита Викторович Андреев, глава Горного Улуса в селе Дикимде. Ситуация находится под контролем. Хочется отметить работу главы Маганинского населения Михаила Николаевича Тикьянова. Они оперативно проводят работу по тушению лесных пожаров силами местного населения. В течение суток ликвидировали 4 пожара. А в Хангаласском Улусе локализованы 7 лесных пожаров из 16 действующих. На сегодня 9 лесных пожаров зарегистрированы на территории Хангаласского лесничества, 6 на территории природного парка Ленские столбы, 1 пожар действует возле Синских столбов. На территории Хангаласского лесничества локализованы 5 пожаров, 2 из них близятся к ликвидации. Работают на тушении 237 человек, из них 149 – это мобилизованные лица из числа местного населения, 88 сотрудники лесопожарных формирований, в том числе 19 человек федеральные силы из Еврейского автономного округа. Большая часть федеральных сил сейчас направлена на тушение пожаров в природном парке Ленские столбы. Так, у нас в зависимости от класса пожарной опасности производится облет Покровским авиаотделением по всей территории района. С 1 по 3 класс, если будет, тогда 1 раз в день, в сутки облет производится. А при 4-5 классе уже 2 раза в день облет бывает. А сейчас как? Сейчас у нас на сегодняшний день 2 класс пожарной опасности, 1 раз облет уже был. И в помощь хангаласским огнеборцам одно из подразделений якутской IT-компании «Синет» выделило противопожарное оборудование на сумму более 800 тысяч рублей. Проект высокотехнологичного развития Якутии под названием «Синет Спарк» объявил о сборе заявок среди районов на обеспечение противопожарным оборудованием.
Первым отозвался Хангаласский УЛУС. Согласно заявке района, были закуплены пожарные мотопомпы, квадрокоптеры, спутниковые телефоны, пожарные рукава, ранцы «Ермак», мотыги, лопаты, защитные каски и респираторы. Также в дар от компании «Аргон-14» был передан бензиновый генератор. Все оборудование уже доставлено в Хангаласский УЛУС. Мы будем распределять эти оборудования для тушения пожаров южным населениям, у которых нет наземного сообщения. Это все будет. И там очень много пожаров будет. По гектарам тоже большие там пожары идут. Это оборудование будет доставлено как можно побыстрее. Но в конце недели мы полагаем, будем уже работать над этим, уже насчет доставки. Это все на безвозмездной основе. Очень благодарим Синет Групп и вот благотворительный фонд Синет Спарк, которые нам помогли. На территории Якутии продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в районы республики. Сколько уже завезено и сколько планируется, а также чем занимаются в летнее время коммунальщики. В материале нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Летний сезон – жаркая пора для якутских коммунальщиков. Они занимаются не только завозом топливно-энергетических ресурсов, но и успевают проводить ремонтные работы, поскольку в зимнее время это гораздо сложнее. В рамках подготовки 2021 и 2022 мы создали рабочую комиссию. Специальным приказом у нас разработаны 46 мероприятий. У нас общая ремонтная программа рассчитывается порядка 760 миллионов рублей. Внутри этой программы у нас предусмотрен ремонт линии электропередач в объеме 116 километров, более 4 километров тепловых сетей, 116 единиц будет отремонтировано дизель-генераторов. Эти работы сегодня ведутся в 22 улусах. В этом году уже отремонтированы порядка 40 километров воздушных линий из плановых 106. Также, по словам специалистов Сахаэнерго, сейчас особенное внимание уделяется работам на линиях электропередачи, там, где идет борьба с лесными пожарами. На особом контроле 2 района – Момский и Хангаласский. Тем временем специалисты регионального министерства ЖКХ и энергетики активно ведут работу по завозу топливно-энергетических ресурсов. Сегодня ими для нужд района уже завезено порядка 166 тысяч тонн топлива из запланированных 514 тысяч. Все идет в плановом режиме. В первый тур навигации были проблемы в связи с маловодностью реки Вилюй. Но благодаря слаженной работе наших заказчиков и ЛОРПа все было завезено в сроки. Так, первый тур навигации поставки дизельного топлива выполнен на 100%. Таким образом, обеспечены дизелем в полном объеме электростанции Алданского, Алекминского, Кобейского и Жиганского улусов. В настоящее время идет работа по подготовке второго тура навигационной кампании. Для нужд депутатской ТЭЦ запланирован завоз более 18 тысяч тонн каменного угля. Арктическая навигация начнется в конце этого месяца по рекам Яна и Индигирка. Завершить ее планируют в октябре. Дмитрий Тымыров, Джоустан Иннокентьев, Якутск. Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Нерюнгринский район. В программе визита осмотр объектов и обсуждение социально-экономического развития Южной Якутии. Продолжит Екатерина Павлова. Визит депутата Госдумы начался с аэропорта Чульман. Возможность прибыть на место самолетом сегодня временно недоступна. Реконструкция аэропорта идет полным ходом в круглосуточном режиме. Протяженность взлетно-посадочной полосы 3600 метров, ширина 45 метров. Покрытие укладывают в 2 слоя современной техникой. Работы должны быть завершены осенью, и после сертификации в ноябре самолеты вновь начнут заходить на посадку по новой полосе. Конечно, для Нерюнгринского это очень важное решение. И я надеюсь, в соответствии с теми планами, которые есть у заказчика и у подрядчика, все будет выполнено в установленные сроки. Есть некие вопросы, которые мне были заданы подрядной организацией. Я обговорю их с заказчиком, и я надеюсь, что мы постараемся их урегулировать. Следующим пунктом визита стал осмотр хода строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с катком в поселке Чульман. Строительство ведется по программе «Газпром детям» в рамках соглашения о сотрудничестве между Якутией и публичным акционерным обществом «Газпром». В данном этапе выполняем работу по монтажу металлоконструкции и
подготовительная работа. Подготовительная работа по прокладке сети. То есть хотим до начала отопительного сезона закрыть здание. На горно-обогатительном комплексе Денисовский Галина Данчикова встретилась с коллективом компании «Колмар», где поделилась актуальными для сотрудников законопроектами и дала возможность задать присутствующим интересующие их вопросы и внести свои предложения. Такую сеть создать санаторно-курортных лечебниц или здравниц на территории республики, не выезжая за территорию. То есть на той базе, которая у нас сегодня имеется, непосредственно и у вас есть лечебные источники, постараться создать такую базу, чтобы и дети, и взрослые могли оздоравливаться внутри нашей республики, не выезжая за пределы. На встрече с коллективом Нерюнгринской центральной районной больницы были подняты острые для района вопросы, а именно нехватка кадров. В городе Нерюнгри 58 тысяч человек населения. И программа «Земский доктор» не работает на нашей территории. Соответственно, условий для привлечения молодых специалистов, таких конкурентоспособных, у нас нет. Если же внести изменения в постановление правительства и сделать такое исключение, чтобы эта программа работала именно там, где это необходимо, и в населенных пунктах с большим населением, как город Нерюнгри, на территории всего Дальнего Востока. Завершилась программа пребывания депутата Государственной Думы Галины Данчиковой в Нерюнгринском районе встречи с активом с участием руководителей предприятий, общественных и профсоюзных лидеров. Были подняты разноплановые вопросы, волнующие население. Депутат Госдумы по каждому вопросу высказала свое мнение, дала ответы и взяла обращение в свою работу. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В городе Вилюйске в эти дни проходят стратегические встречи в рамках проекта «Столетний план развития». В течение двух дней были обсуждены задачи на долгосрочное развитие Вилюйского района. Основной целью данного проекта является организация новых процессов стратегического программного развития территорий путем сбора и структурирования социально-экономической повестки, публичной оценки и обратной связи о действующих инструментах управления и поддержки, а также поиска команд и лидеров-заявителей общественных инициатив и проектов изменений. Получается, сейчас группа из 70-100 человек разъезжает по районам, собираем специфику района, проблемы, чем район гордится, какие перспективы есть, ну и, соответственно, какие существуют проблемы, трудности или барьеры. Ребята рассказывали о том, что Вилюйск славится деятелями культуры, о том, что тут есть река, развито рыболовство, охотоводство, сельское хозяйство. К этому часу пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. И не забывайте о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.